В места лишения свободы будет отправлен закладчик наркотических средств в городе Чебоксары. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 17 преступлений: незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет. Судом установлено, что в апреле 2020 года подсудимый через интернет вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на совершение незаконного сбыта наркотических средств в городе Чебоксары. Согласно определенной ему роли, молодой человек по указанию другого лица забрал из тайника в одном из лесных массивов города Чебоксары оптовую партию наркотического средства в крупном размере. Затем, принеся его в подвал, расположенный по месту его жительства, он расфасовал наркотик на порции, имеющую массу в значительном размере, полиэтиленовые свертки. В дальнейшем уже расфасованные наркотические средства он спрятал в 17 оборудованных тайниках в лесу. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на размещение всей партии в специально оборудованные тайники для последующего сбыта наркотического средства, наркозависимым жителям города Чебоксары не смог, так как был задержан сотрудниками полиции при оборудовании очередного тайника. Суд согласился с позицией государственного обвинителя по квалификации и наказанию, назначил виновного на указание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратура города Новочебоксарска направила в суд уголовное дело по факту вымогательства у водителей грузовых автомобилей. Прокуратурой города Новочебоксарска утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летнего и 26-летнего жителей города Спутника. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». По версии следствия, обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили завладеть чужими денежными средствами путем вымогательства. В целях реализации своих намерений злоумышленники в утреннее время в мае текущего года на автомобиле своего знакомого подъехали к автопарковке складских помещений крупного предприятия города, обнаружив на парковке 10 большегрузных автомашин под управлением граждан Республики Казахстан и Беларусь. Они потребовали у каждого по 2000 рублей под угрозой физической расправы и уничтожения путем поджога большегрузных автомашин. В целях устрашения и предупреждения о серьезности своих намерений они нанесли одному из водителей телесные повреждения. В целях пресечения преступных действий обвиняемых один из водителей позвонил в органы полиции, после чего они скрылись и наблюдали за действиями сотрудников полиции издалека. Однако после того, как сотрудники полиции уехали, обвиняемые вновь подъехали к водителям и потребовали от них денежные средства в размере 2000 рублей с каждого. После предупреждения водителями о повторном вызове сотрудников полиции местные жители покинули место совершения преступления. В последующем указанные лица были установлены и задержаны. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. В Канашском районе вынесен приговор по факту покушения на дачу взятки сотруднику ГИБДД. В Канашском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя города Самары. Он признан виновным в совершении преступления покушения на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. В суде установлено, что 10 июня 2020 года инспектор ДПС выявил в действиях лица, управляющего транспортным средством марки ВАЗ-21043, ряд административных правонарушений. Подсудимый с целью незаконного освобождения от административной ответственности, находясь в служебном кабинете инспектора ДПС, попытался передать взятку сотруднику полиции, засунув в карман его форменной одежды денежную купюру номиналом 500 рублей. Инспектором ДПС противоправные действия подсудимого были предотвращены. Государственным обвинителем в судебном заседании представлены неопровержимые доказательства вины подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. Учитывая, что подсудимый ранее не судим, а также данные его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читала Ирина Константинова.